с вами являемся свидетелями и живем достаточно непростое, а очень сложное время и для власти в нашей стране, и для бизнеса, соответственно. Это обусловлено тем, что вы видите, существует политическая нестабильность в стране, существует экономическая и финансовая нестабильность, и, конечно же, это отражается очень серьезно на жизнедеятельности и страны, и региона. Мы видим ограничение экспорта продукции, мы видим незащищенность бизнеса от произвола контролирующих органов, и, конечно же, мы, соответственно, хотим помочь поддержать. Мы видим нехватку квалифицированных кадров, несбалансированность рынка труда. Мы видим слабую заинтересованность в увеличении количества рабочих мест, низкий уровень доходов нашего населения, незаинтересованность некоторых работодателей в повышении заработной платы. Конечно же, нас очень разочаровывает высокий уровень миграции нашего населения. То есть проблем очень много, они есть, и мы понимаем, что все это, конечно же, можем решать совместными усилиями. У нас в стране мы наблюдаем этот финансовый кризис. Мы не хотим, чтобы этот финансовый кризис, банковский кризис, который был, и еще, к сожалению, мы его будем наблюдать, не перешел в социальный кризис. Это очень важно, чтобы этого не произошло. Конечно, мы видим, какое давление на население, а также на бизнес вызвал этот рост тарифов на энергоносители. Для Гагаузии это вдвойне ощутимо, потому что доходы населения, средний доход населения в Гагаузии намного меньше, чем в остальных районах Республики Молдова, к сожалению. Я сейчас не буду вдаваться в детали, почему это так. Плюс к этому нужно отметить, что у нас и рождаемость высокая в регионе, а также на каждого работающего у нас 5 неработающих. То есть социальное давление в регионе достаточно высокое. Это первое, наверное, надо работать над тем, чтобы у публичных учреждений не было задолженности перед экономическими агентами и своевременно рассчитывались кредиторской задолженностью. Второй тактический шаг. В Гагаузии до сих пор нет агентства по региональному развитию, а одним из направлений этого фонда является именно помощь бизнес-среде. И надеюсь, что до конца года, как говорила Башканов, это получится. Ну и самое главное, у нас в Гагаузии более-менее хорошие условия созданы для малого и среднего бизнеса, потому что есть закон о фиксированном налоге, есть закон о патенте, который позволяет вести деятельность на упрощенной схеме. Но в то же время у нас закон об инвестициях, нынешний созыв Народного собрания его приостановил, в связи с тем, что, по нашему мнению, старая редакция закона позволяла уходить от налогообложения недобросовестным экономическим агентам, а нового закона об инвестиционной деятельности он пока не принят, хотя законодательная инициатива есть. И, наверное, с помощью экономического совета она будет отшлифована и принята в такой форме, которая будет позволять плодотворно работать. Огромный дисбаланс, торговый баланс страны, да, отрицательное сальдо торгового баланса уже, она растет с каждым днем, огромный разрыв между импортом и экспортом. Казалось бы, стране надо создавать предприятия, стимулировать создавать предприятия, которые имеют большой экспортный потенциал. Создавать государственные программы, курировать министерством. Вот единое окно супер, просто вот идея. Наш бюджет, гагаузский бюджет, мы формируем ее из тех 25 прямых налогов, которые мы видим с вами. А 75%, которые формируются за счет таможни и за счет прибыли Национального банка, мы их не видим. И потом, когда нам дают и говорят, мы же даем вам, там, что-то мы там стоит, я сейчас цифру не знаю в бюджете, но в свое время, когда мы отстаивали, и в один раз нам пришлось ехать в Минфин, и мы доказали на цифрах это дело, нам сказали, молчите, и тот год у нас был бюджет очень хороший.